Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Глава Халк Маслихаты Туркменистана провел телефонный разговор с президентом Германии. Авиакомпания Turkmenistan Airlines возобновляет рейсы в Москву со 2 мая. В Туркменистане работают над внедрением ИИ в различные сферы экономики и другие новости. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел телефонный разговор с президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером, в ходе которого стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Туркменистан придает большое значение развитию партнерства с Германией. Перспективными направлениями двустороннего сотрудничества названы химическая промышленность, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение и текстильная отрасль. Среди новых сфер взаимодействия обозначена зеленая экономика, возобновляемые источники энергии и инновационные технологии. Национальный лидер туркменского народа пригласил Штайнмайера посетить Туркменистан с официальным визитом в любое удобное время и выразил надежду на его участие в международном форуме по случаю 30-летия нейтралитета Туркменистана, который состоится 12 декабря в Ашхабаде. Туркменистан активно работает над внедрением искусственного интеллекта в различные сферы жизни, начиная от государственного управления и здравоохранения до образования и сельского хозяйства. Об этом сообщил заместитель председателя агентства Туркменэнерготнашик Нурмурат Реджепов. Мы понимаем, что искусственный интеллект может стать ключевым инструментом для повышения эффективности многих процессов и улучшения качества предоставляемых услуг. Учитывая глобальные тенденции, государство поставило задачи по разработке нормативных правовых актов и дорожных карт для внедрения искусственного интеллекта в образовательную деятельность, опираясь на международный опыт, сказал Реджепов во время выступления на международной конференции по стандартизации КАЗИС-2025 в Ашхабаде. Авиакомпания Turkmenistan Airlines со 2 мая возобновляет регулярное авиасообщение по маршруту Ашхабад-Москва-Ашхабад. Полеты будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам на самолетах Boeing 737-800. Авиакомпания также планирует выполнять рейсы по маршруту Ашхабад-Казань-Ашхабад дважды в неделю по средам и воскресеньям. Согласно расписанию, первый рейс в Казань запланирован на 4 мая. Посол Туркменистана в России Сенай Догдыев принял участие в международном симпозиуме о значении победы над нацизмом «Уроки создания ООН», который состоялся в Москве 28 апреля. Мероприятие, в котором приняли участие представители стран СНГ, Китая, Монголии, Алжира, Болгарии, Австрии, Сербии, организовала Всероссийская политическая партия «Единая Россия» в преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне. В Шабадском итрапе Дашугузского вилаята Туркменистана частное предприятие «Генч» достигло значительных результатов в производстве пчелиного меда. Ежегодно хозяйство производит более 5 тонн высококачественной продукции. Предприятие, работающее в отрасли около 10 лет, использует как традиционные методы, так и современные технологии. С начала текущего года производственная линейка пополнилась новыми видами продукции – шоколадный мед и белый мед, приготовленные с использованием маточного молочка. Государственный коммерческий банк Туркменистана Дайхан-банк сохраняет лидирующую позицию по эмиссии банковских карт и числу пользователей интернет-банкинга в стране, согласно официальным данным Центрального банка Туркменистана. По состоянию на апрель текущего года банк выпустил 2 116 672 карты. Дайхан-банк также лидирует по охвату услугами дистанционного банка, обслуживая 432 527 пользователей интернет-банкинга. Казахстан обновил правила предоставления инвесторской визы. МИД Казахстана утвердил новые правила выдачи инвесторских виз для повышения инвестиционной привлекательности страны. Иностранцы, вложившие от $300 тысяч США в уставной капитал казахстанских предприятий или местные ценные бумаги, могут подать электронную заявку на золотую визу, открывающую возможность получения вида на жительство сроком до 10 лет. Члены жюри «Оскара» нашли способ обойти новое правило об обязательном просмотре номинантов. С 22 апреля Академия ввела требования о просмотре всех номинированных фильмов для получения права голоса. Хотя система отслеживает просмотры через приложение Screening Room, ее легко обмануть. Достаточно запустить фильм на фоне в ускоренном режиме или без звука. Большинство членов жюри поддерживают новое правило, но признают, что недобросовестные оценщики всегда найдут обходные пути. Нововведение может увеличить шансы малобюджетных лент и повысить значимость технических категорий. Интер сыграл в ничью с Барселоной в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч полуфинала Лиги чемпионов между Барселоной и Интером на Камп Ноу завершился результативной ничьей 3-3. Ответная игра пройдет 6 мая в Милане.
В другом полуфинале днем ранее ПСЖ победил Арсенал 1-0. В этой паре ответная встреча пройдет 7 мая в Париже. Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене на стадионе Альянс-Арена. Команды Месси и Роналду выбыли из континентальных турниров, не дойдя до решающих стадий. Интер Майами с Месси проиграл канадскому Ванкуверу со счетом 1-3 в полуфинале Кубка чемпионов КонКакаф. Саудовский Аль-Наср с Роналду уступил японскому Кавасаки Фронтале 2-3 в полуфинале Азиатской лиги чемпионов. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.